вопрос. У нас сейчас в республике много медиков, которые изобретают свои, делают свои изобретения, получают патенты, вот, разрабатывают какие-то научные методы, именно применительно к медицинской науке. Вот. Но это, по сути, не внедряется в жизнь. Вот. Как-то они остаются на полках, и все это как бы не годится нашей стране. И мы потом по чужим клиническим протоколам там пытаемся как-то лечить своих больных, оперировать. Хотя у нас есть свои гениальные умы, идеи, люди, которые могут воплощать эти идеи в жизнь. Почему стопорится вот внедрение наших изобретений в жизнь? Ну, спасибо, как говорится, за вопрос. Начнем от печки. Честно говоря, здесь вот, правде нужно смотреть в глаза. Просто наша медицина, к сожалению, отстает от мировых стандартов, минимум 20-25 лет, а может быть и 50. Ну ладно, возьмем минимум 20-25 лет. Наша медицина отстает. Мы не успеваем осваивать новые методы мировой медицины, я имею в виду хирургию в частности, да? Мы не успеваем, к нам еще не пришли все разработанные новые методы в хирургии. Вы понимаете, да? Да, конечно. Вот, поэтому как же мы можем что-то на уровне, на изобретательском уровне что-то сделать, если мы не освоили то, что до нас уже люди изобрели? Вы понимаете, в чем дело? Да, я поняла, да. Вот. Поэтому, все это упирается во что? В экономику, финансирование, оснащение современным оборудованием, самым современным. Поэтому я совершенно уверен, что у нас есть такие медики, которые имеют творческий талант. Ну, вы понимаете, вот давайте я вам приведу пример, как говорится, не для медиков, на уровне обжарки картошки. Вот если мы жарим картошку, то у нас все наши инновации, это вот, если общепринято, например, определенное количество ломтиков картошки жарить в 50 граммах масла, то у нас изобретение какое? Мы изобретаем, что надо жарить в 51 грамме масла. Другой коллега через 5 лет говорит, я жарю картошку в 52 граммах масла. Вы понимаете вот уровень наших инноваций? А в это время, я извиняюсь, на Западе придумывают обжарку картошки во фритюрнице, там потоком воздуха, инфракрасная обжарка картошки там в печке скороварки, в кастрюле скороварки. Вот их уровень инноваций и наш уровень инноваций. Это же самое происходит и в медицине. Ну что мы можем, если у нас, даже если взять в хирургии, например, робототехника в мире уже 20-25 лет. У нас еще ни одного нету робота в хирургии, да? Почему? Да потому что он стоит 5-7 миллионов. И мало того, расходники в год 2 миллиона долларов. У нас как-то была идея вот через государство, вот буквально полгода назад мы загорелись этой идеей, значит, купить робот в хирургии, самый лучший в мире, Да Винчи. Стоит там 5 или 4 миллиона долларов. Ну, государство наше потянуть может. Вот. Мы как бы загорелись, начали изучать и выяснили, что расходники каждый год примерно 2 миллиона долларов стоят. Расходники. Только расходники. Расходники,
от фирмы, оказывается, инженеры, которые приезжают, вот наши ни врачи, ни инженеры поменять там эти расходники, это трудно, это должны специалисты менять там как-то. Все это в сумме, зарплата, полеты, сами расходники 2 миллиона в год. Вот в чем проблема. Вторая проблема, это вот этих денег, даже если государство 5 миллионов на робот да Винчи выделит, то на расходники это опять надо бегать, и опять это все большие проблемы. Вот, например, год назад, ну, может быть, 2 года назад, вот президент сказал нам, медикам, короче говоря, делать пересадку печени. Выделил для этого какие-то баснословные деньги. И вот нам здесь сделали ремонт, закупили аппаратуру, вот буквально в связи с госвизитом президента России к нам приехал российский великий хирург Готье, который директор трансплантологии. Наше оборудование, он все посмотрел. Наши специалисты у него там в центре в Москве стажировку прошли. Здесь он тоже посмотрел. На камеру в интервью КТРК он сказал, кыргызские хирурги готовы сами сделать пересадку печени. Почки наши делают много раз. Все. Но печень это более сложный вариант. Готовы, все оборудование есть. Он посмотрел, еще раз оценил, вот государство нам купило. Пока загвоздка. Вот на послеоперационное выхаживание больного нужно 2 миллиона сомов. Лекарственное обеспечение, все, 2 миллиона сомов. Вот теперь на одного больного 2 миллиона сомов, вот мы полгода, нам все обещают, наверное, рано или поздно или выделят, вот бегаем. На одного больного 2 миллиона сомов, на второго 2 миллиона. Как бы президент же дал указание, бесплатно делайте. Я вам оборудование купил, делайте. Ну, мы готовы, но после операции кто будет? Вот 2 миллиона сомов, чтобы больного выходить. Это сложная манипуляция. И поэтому вот это же самое в изобретениях. Вот я посмотрел, да, вы же мне говорили, вот на постсоветском пространстве, в среднем, если взять, медицинских заявок на изобретение проходит где-то 5-7 тысяч штук. Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 5-7 тысяч штук. Вы представляете, да? И вот если взять, например, это в год, да? Ну ладно, при СССР может меньше было, а может больше, я статистикой не обладаю. Но если 5000 штук в год, то если взять 100 лет, предположим, да, то это 500 тысяч заявок. 500 тысяч. Ну, меньше, ладно, но все равно, да? И вот теперь давайте посмотрим. Это же, давайте посмотрим, вот всемирно признанные внедрения нашей, ну, я так скажу, на территории СНГ вклад в медицинскую изобретательскую деятельность. Вот я, конечно, отдаю должное. Вот первый всемирно признанный, который во всех американских и английских учебниках есть, это Пирогов. Вот тогда сколько лет назад он жил? Я уже не знаю, 200 лет, наверное. Ну, 1800, русско-турецкая война, что-то такое. Вот этот человек, он первый в мире внедрил военно-полевую хирургию. То есть он начал оперировать на поле боя. И первый в мире вот это вот топографическая анатомия, он что-то там замораживал части тела, резал и замораживал и слои мышц там. Это вот всемирно признано. Это сколько лет назад было? Вы понимаете, да? Вот то, что всемирно признанное. Конечно, в каком-то там 1960 каком-то году русский кардиохирург Колесов сделал
коронарное шунтирование, которое записано во все каноны кардиохирургии. Это тоже вот Колесов действительно, вот он второй, да, это записано. Надо отдать должное, вот уже в наше время мы с вами про это чудо знаем, слышали, это знаменитый хирург Елизаров, Да. который придумал вот эти спицы. Да. Ну, это действительно человек, который сделал вот в травматологии, ортопедии прорыв. И этот метод Елизарова, это тоже 3. Ну, да. 3, да? Теперь, ну да, я, конечно, к этому скептически отношусь, но вписано в историю это вакцина Спутник 5, да? Спутник В или Спутник 5, вот. Это тоже вписано. Ну ладно, я слышал, что там не очень эффективно, но дело не в этом, вписано. И миром признано. Спутник, вот что-то я еще забыл. Ну, короче, 5-6 только инноваций. Ну, все это произошли на территории России, но мы входим как бы в СССР. Вот, из 5000 в год, из 500 тысяч за 100 лет заявок, вот 6-7 только инноваций, которые признаны миром как доказанные. Потому что есть же недоказанные, есть экспериментальные. Например, я выходец из института Вишневского, там в 50-е годы работал такой хирургический гений Гемихов. Вот он оперировал в эксперименте на собаках. Ну, правда, это сейчас, мы раньше к этому спокойно относимся, сейчас к этому относимся очень с болью в сердце, потому что он делал на собаках? Вот он впервые в мире дополнительно к собаке пересадил голову и передние 2 лапы щенка. Вот, впервые в мире. Он впервые в мире собакам пересадил друг между собой собакам печень, легкие, сердце. Он вот впервые в мире это сделал. Вот. Но почему это не признано как? Потому что это не внедрено в клиническую практику. Это было сделано в эксперименте на животных. Таких у нас много. Это не считается вклад. Это вклад в медицинскую науку. А вот именно в здравоохранение то, что вот люди пользуются. Ну да. Да. А он экспериментатор, гений вот эксперимента. Вот он это делал, и на его основе потом это люди тоже. Плюс на его основе, конечно, много других было. Вот. Поэтому я только к тому, что наши все 5000 заявок в год, они, короче, ну я тоже, вот у меня где-то 15 изобретений, причем первые 2 изобретения я оформил при СССР. Я сдавал документы в Госком изобретение СССР еще. То есть я подавал заявки, и 2 мне утвердили тогда. Остальные я все прошел здесь. Ну, мне дали патенты. Вот. Кстати, один я вот получил буквально 10 дней назад, вот лежит. Хорошо, Да. мы его Вот, да, ну это правда авторское право, ну где-то рядом там, через патент. Поэтому, а все почему? Ну, главная причина это тотальное отставание нашей медицины. Я еще раз говорю, пока мы что-то придумаем, там уже за нас все придумали. Вот я же говорю, фритюрница, обжарка картошки, что мы там придумали? Они уже аппарат придумали, а мы меряем граммов масла, сколько надо капать в картошку. Вы понимаете, Ну что да, я говорю? конечно. Ну вот, а как мы можем придумать? А так, конечно, у нас есть головастые врачи, которые что-то придумывают не 51 грамм, а 51 грамм 500 миллиграмм. Вот так же у нас все. Ну да. тем более, Это уровень медицины, поэтому мы не можем с ними конкурировать никак. Вот вот то, что говорят на науку, да? У нас на науку выделяется 0,08% бюджета в год. В любой западной стране выделяется 2-3% от всеобщего бюджета в год. Давайте посчитаем бюджет.
например, в США там сколько-то триллионов долларов, Да. да, там бюджет годовой. Я не знаю, сколько триллионов, но Ну, точно это. да, по крайней мере, огромная Да, сумма. и 3%. Какая это сумма? И у нас 0,08% с нашим кыргызским бюджетом. Это сколько? Вы понимаете, да? Плюс, конечно, заинтересованность врачей. Это уже организационно. Вот Кыргызпатент, я действительно тоже человек творческий. В 90-е годы тоже там что-то. Вот все вот эти у меня, я говорю, что тут 15 патентов есть, вот в 90-е годы. Но никакой мотивации, стимула нет. Мало того, ты им сам заплатишь, там, чтобы получить там, ну официально Ну, там да, 50 Ну, долларов, чтобы, да. еще что-то, еще 50 долларов, вот так что-то такое. Но все дело в том, что никакой мотивации, потому что, ну, получил ты бумажку, тебе за это что дают? Ничего абсолютно. Ну, получил ты бумажку. Даже наш ВАК, ну, у него нету. У нашего ВАКа это публикации в скопу журналах, там, да, патент это так себе. Ну, то есть у него нету в списках, имеет там 5 патентов. И лучше не надо, потому что у нас такие патенты, которые, что, короче, ну вот такие дела. Нету мотивации, потому что никакой материальной выхлопа нету. Хорошо, а если Минздрав как бы будет оценивать эти изобретения, и Они поможет, я же вам говорю, и уровень. будут платить? Вот Как бы самые покупать, лучшие, чтобы вы самые потом могли лучшие делиться со инновационные своими. методики, самые лучшие для нас, это как выбить новую технологию западную сюда или китайскую, новую технологию, как выбить, как поставить, как ее освоить и рационализировать. Ну а по-другому, ну что мы там придумаем? Ну у нас, мы же отстали уже. Ну невозможно. Мало того, чтобы что-то по-настоящему инновационное внедрить, нужны большие научные разработки, Да. требующие больших научных вливаний. Вот недавно выступил, вот вчера я только читал, вот директор Института кардиохирургии, бывший директор кардиологии, ну такой известный умный профессор, вот он тоже говорит, что на науку нам сколько-то выделяют, там, я вот забыл, что-то он там, мысль какая-то, ну он тоже выступил, ну у нас что на науку, вот я-то работаю в медакадемии на кафедре, которая базируется в МХЦ. Вот я раньше много лет зам по науке был в МХЦ, я знаю. Не хватает на зарплату научному сотруднику. Вот все научные вливания. То есть там, а у них-то зарплата какая там? Ну да. 3000 в месяц или сейчас может быть 8000 в месяц. Вот вся зарплата. А как? Тогда кто там будет работать? Да. Все лучшие специалисты идут в практику. Вот, Нина Васильевна, вы же знаете, еще в 90-е годы, а тем более при СССР, все шли после окончания института в абдоминальную хирургию. Да. Да, Был тогда. такой вал. Всю жизнь при СССР всегда. Сейчас же мы не можем найти новых врачей. Все идут куда? В пластическую хирургию, в урологию, там, все идут туда, УЗИ, там, кожвен. К нам вообще перестали. Работа тяжелая, выхлопа нет. Сейчас, поэтому лучшие уходят туда, где можно подзаработать денежку. И поэтому, да, действительно, научные сотрудники слабоватые. Потому что такой естественный отбор. Люди идут там, где им можно подзаработать. А у нас Андрей невозможно. Санкович, но с другой стороны, что тогда движет вами или другими вашими коллегами, которые изобретают все-таки какие-то методы, как-то улучшают процесс операции, может быть, они менее затратны? Остается на личном опыте. Ну вот что вами-то движет тогда? Чисто Нет, чтобы легче работать, чтобы легче операцию сделать, чтобы легче диагноз поставить. Но они же не оформляют это, да, они не оформляют, не делают, но по моим оценкам, ну у нас нет таких изобретений в стране, что прям вау. Ну нет. 5000 заявок есть, да.
Ну, чтобы мы все, ого, такого нету. Это по моим, а я интересуюсь наукой. Ну, Ну, нету у нас. Ну, что обсуждать-то эту тему? Мы отстали от них. Мы поэтому пользуемся только ихними наработками. ну, говорят, что у нас одни из лучших методов именно операции по эхинококозу. По Тот же- эхинококозу? Да. По эхинококозу согласен. Вот. По Ну, тот эхинококозу же согласен. покойный, царствие небесное, Муса Сапекч Матеев, вот, который со своим перфорантным лоскутом. Муса согласен. Он выступал на всемирных конгрессах, Матеев, и вызывал там фурор. Да. Это было. Это было. С этим я согласен. Эхинокок я согласен, потому что эхинокок, вот это зоонозные формы, мы прям в этой зоне. Мгм. Мы в этом специалисты, да. Вот. Там просто это не изучают особо. Ну, да. Вот я статьи, перечень статей изучаю, когда по эхинокозу, альвеококозу. Китай, Кыргызстан, там, Мгм. Таджикистан. Там нет такой болезни просто, как таковой. Вот в чем дело. В этом мы спецы, да. Вот. Но и еще, в принципе, ну вот, например, если вот Тухватшин приводил пример, вот у нас есть Мгм. радиола роза листная и радиола вот Мгм. розовая. Это уже алтайский корень розовая, которая. Но они же изобрели настойку, которая действительно ну, лучше, чем вот наш корень, лучше, чем От алтайский чего это корень. лекарство? Я просто, да. Это настойка, которая улучшает умственные способности. Они Ну проводили всё, я понял. эксперименты, физиологически она взбадривает, так Я вот понял, дает при я этом. понял. Но тем не Может менее, быть, может они быть, да. это все проверили, все даже Мгм. получили патент на реализацию и производство. Мгм. Но вот получается, что наука и бизнес у нас как бы врознь идут. Нет, но бизнес это такая область человеческой деятельности, которой, если что-то выгодно, никогда не пропустит. Вы понимаете? Никогда не пропустит. И поэтому, если что-то выгодно, ну, это вы поймите, Ну я да. вам честно могу сказать. Вот, поэтому, когда вот, например, кто-то изобрел, предположим, кто-то изобрел там, ну что, к примеру взять там, да, я не знаю уже, что там такое общепринятое. Забыл я уже великих изобретателей, которые изобретали мелкие вещи. Да? Ну, вот, вы поймите, это дело такое. То Ну есть да, это бизнес, не- конечно, не упустит такой возможности. Нет, Если- абсолютно, абсолютно. Если он пользуется спросом, все. Мгм. Да, и еще вот то, что я вам говорил из русских всемирно признанных изобретений, Ага. это вот, как же их фамилия, Басов и этот лауреаты Нобелевской премии, они изобрели лазер. Басов и Прохоров, наверное. Вот, они получили Нобелевскую премию за изобретение лазера, который сейчас в 90% случаев пользуется в медицине. Лазерная хирургия. Ну Вот да, лазерная. Басов и Прохоров, они вот это дело изобрели. Тоже в медицине это признанный луч, Мгм. который полезен, там, Ну режет. да, он уже делает, да. признан Вот миром. это они изобрели. Вот всего 6 изобретений. Вот. Мгм. На 5-7 тысяч заявок в год. Вы поймите. Вот. Но тем не менее, все равно творческая мысль, она вот работает у наших врачей. И, наверное, все-таки это надо поощрять, это изобретательство. Нет, В ну, любом поощрять, случае, конечно, надо. А иначе тогда у нас и не будет медицинской науки вообще, да и вообще науки не будет, если мы не будем как-то стимулировать этих людей что-то делать, что-то новое. Нет, ну у нас, во-первых, очень слабая, вот, например, западная наука, она построена на грантах. Люди, они подают заявки, Мгм. и там и получают какие-то гранты, там от небольших денег до миллиардных, Мгм. на разработку такого-то вот проекта, Мгм. да, и получают.
А у нас мы не можем, мы подаем, нас вот и администрация, и Министерство науки постоянно просят, вот есть грант там европейский, вот грант. Мы не можем, во-первых, 95% наших врачей не обладают английским языком, чтобы обсуждать с людьми, которые дают деньги, что они хотят. Да. Там не просто писать надо, там Конечно. потом надо обсуждать. Да, конечно, и Вот. доказывать. Вот такие люди есть, которые все-таки получают гранты. Ну, я же вижу эти гранты, они не такие прям большие, мелкие там. Ну, для нас это нормально, там ему выделяют сколько-то тысяч долларов на 5 лет. Мгм. Да. Ну, бывают такие государственные переговоры, как вот Индия, например, лет 10 назад там выделила грант на телемедицину, институт кардиологии что-то выиграл. Внедрили, они же и Внедрили, да. Вот, благодаря им ну, тоже это, выиграли. да, вот такие есть гранты, да. А на Западе ученый без этого вообще, ну, не работает. Работа ученого, значит, разработать научный проект, и потом он идет там в какую-то организацию, которых там 10 тысяч, и говорит. А учредители этих организаций, государство, бизнес, все, и говорит, крупный причем вот бизнес, вам будет да. выгодно, я разработаю вот такую-то таблетку, давай строим тебе лабораторию на 1 миллиард долларов, ты давай придумай таблетку новую от головной боли, и все. А у нас же нет такого. Ну, с нашим финансированием. Ну, у нас эта тема, изобретательская деятельность и научная деятельность, у нас сложно все, очень сложно. То есть мы никогда не можем достичь мировых стандартов в медицине. Мы можем достичь мировых стандартов там в литературе, может быть, там, да? Вот Да. борцы наши, Да, борчихи, в спорте, да. мировые стандарты. Нет, не во всех спортах, вот в Ну да, индивидуальных. в индивидуальных, да. Вот. А так, ну, у нас страна такая, поэтому не потому, что народ не талантливый, просто, Нет возможности еще для этого. да, ну, нет у нас возможности. Ну, даже вот давайте возьмем вот так, да, вот просто, хотя там было множество великих людей, множество, но вот сейчас, сегодня, в нашем веке, вот, например, такие вот развитые страны, как вот, например, и очень богатые, вот самая богатая страна мира из-за нефти, это Норвегия, да? Да. Раньше там Амундсены, что-то Нет, они нет, там, Южный у них полюс. самый Ну, высокий это, уровень жизни. да, и потом самые благосостояния. богатые, Да, там да, да. фонд благосостояния какой-то Мгм. они имеют. Ну, их 5 миллионов. Их 5 миллионов. И что, вот мы слышим, чтобы норвежские ученые получили Нобелевскую премию в области медицины. Да, Нет, нет. я не помню. В области физики дают, Тоже там нет. нету. Хотя эти люди, у них денег выше крыши. И я уверен, они, учитывая, что у них там вот этот Амундсен или кто там, Да. они великие люди, викинги. Почему у них нету? Вот. А вот, например, Швеция такая же маленькая страна. У них, ну, у них, правда, вот эти самолеты и автотехника дикая у шведов. И они в этом спецы. Вот я про шведов не говорю, тоже 5-7 миллионов их, Да. но у них машины и военные самолеты вот эти, это что-то. Да, у них техника. Они... А у норвежцев вот этот мебельный магазин, как называется? Да, Какой-то Икеа, знаменитый. Икеа. Икеа, о, вот, ну это тоже открытие. Он же первый открыл Да, там да. сборка, сразу Да, купил да, такой еще шкаф такой, или да. такой построил. Да. Ну, даже у них мало. Я к чему говорю? Вот малые народы, даже у них мало. А у нас откуда? И причем богатые народы. Да, про то, что они самые богатые. Да, да, да. Вот. А так все что делают? Ну, я, конечно, отдаю должное. Конечно, там 90% придумывают американцы почему-то. Ну, потому что еще все умы стекаются туда. Там высокая зарплата, я про гранты говорю. Да. Все там индийцы, все там в Америке Это- обитают. Да. Да.
Да. Китайцев, кстати, много Да, тоже. все лучшие там уже. Вот. Потом отдаю должное японцам. Они почему-то, мне кажется, у меня нет статистики, на втором месте, мне кажется. Ну, а Корея Да, Южная да, тоже. да. Они же, у них Ну, вот тоже видите, медицина вот. и наука развиты очень в этом плане. Китаю надо отдать должное. Сейчас они вот, ну их 1,5 миллиарда. Вот Китаю надо отдать должное, но все-таки вот в медицине у них своего нету ничего. Но они внедряют по-дикому. Вот я говорю, вот робот да Винчи 5 миллионов. Уже китайский робот, ну он называется не да Винчи, но Ну, да, аналог, было. $1 миллион. Но они уже создали. То есть у них все не свое, но они вот это берут, сразу внедряют, это Да, что-то, ну, они и это талант. аппаратуру стали Любую выпускать, в общем. мире, любую, какую, от ракет, автомобилей, кончая носками и платочками. Да. Ну, вот и всё. Поэтому, Нина Васильевна, про изобретение я вам радостную вещь не могу сказать. Хотя нашим врачам я отдаю должное, творческих личностей море. Но чтобы что-то создать, нереально. Ну, нереально. Вот, например, профессор Тухватшин, он у нас самый-самый-самый изобретающий в медакадемии. Очень уважаемый человек. Вот у него идеи, прям из него вылетают, как жареные пирожки. Вот. Ну, И они как-то долго мне их даже оставили. понравилось, вот 2-3 года назад там, когда, сейчас мы тоже этим болеем, но как бы ажиотаж падает, смог. Мгм. Смог. Он говорил, дайте мне, я расправлюсь со смогом в Бишкеке там за полгода. Что-то он придумал, я не знаю. Потом еще у него идеи не только в медицине, как смог убрать, как еще что-то, ну, короче. Ну, он рассказывал. Я Да, ну много про эффективность его где? изобретения Эффективность знаю. где? Ну, Ну, в том-то и изобретать. дело, что они все лежат на полках. Но Запад-то отслеживает наши все равно Вот, проекты. это я говорю про бизнес. Да, Если что-то по-настоящему Да. будет, они не упустят момент. да. Не Они- то, что Запад записывает, если это сейчас полезно, они приедут, дадут ему $1 миллион. О чем идет Да, речь, да, да. да. Есть Вот, такие да, моменты. да, да. Да. Ну, пока что-то никто не приезжает. Смог же не только в Бишкеке, но там тоже есть. Но что-то нету людей. А он опубликовывался, писал там. Ну, у них, может быть, и проблемы чуть-чуть другие, вызванные этим смогом. У нас Да, же... как-то они его побороли Да. в больших городах. Да, да. Сейчас только смог Дели, Пекин и Бишкек. Ну, в любом случае, даже Пекин сейчас вытаскивает Да, предприятия, которые Да. загрязняют воздух за пределы вообще города. Ну, Ну, такие на дела. это тоже деньги нужны. Ну, всё деньги. Хорошо, Андрей Санкулович. Спасибо. Да, спасибо. очень интересно. Ничего радостного я вам не Нет, сказал. но это ваша но точка правду зрения, я но сказал. интересно. Так, мы с вами потом договоримся, я это все расшифрую.